Образование татар в начале XX века пережило настоящую революцию. Мусульманские медресе разделились на два типа – старые, академические, и новые, джадидистские. В новометодных медресе, помимо религии, ученики начинали изучать светские науки. Например, в знаменитом медресе Мухаммадия преподавали русский язык, арифметику, историю, географию и даже юриспруденцию. В аудиториях начали появляться парты и доски европейского типа. Была введена классная система образования с экзаменами, как в современных учебных заведениях. В основном в медресе обучались мальчики и юноши от 10 до 20 лет. Жизнь медресе подчинялась строгому распорядку. Занятия длились с 8 утра до 9 часов вечера. Дисциплина была жесткой, почти военной. Даже существовала специальная должность школьного судьи – озы. Он разрешал споры между учениками, наказывал и ввел монахов-повторя, список всех проступков учеников. Но даже несмотря на строгие правила, в медресе находилось место и для маленьких радостей. Несмотря на то, что во многих медресе строго запрещалось играть на музыкальных инструментах, карты и даже в шашки и шахматы, многие шакирды тайком держали гармонии, скрипки, встречались и любители карточных игр. И хотя с тех пор изменилось все, от расписаний до учебников, неизменно осталась главная сила – жажда знаний, которая объединяла шакирдов прошлого и студентов сегодняшних. Ну а мы поздравляем всех студентов с их праздником. Желаем вам, чтобы ваша дорога к знаниям была увлекательной, а любовь к открытиям такой же сильной, как и у тех, кто учился столетия назад.